Основа политической системы – гарантия свобод общества и личности, принцип разделения властей. С тех пор, как Конституция Ингушетии вступила в силу, началась новая история нашего народа. Изменения были необходимы. По данным избирательной комиссии, больше 90% жителей региона проголосовали за проект Конституции. Конституция – это важнейший атрибут государственности. Нет Конституции, нет республики. Были, разные позиции даже относительно того, какая должна быть эта Конституция. Одно дело, что она должна быть, а вот как правильно или лучше записать, оформить, скажем, какие-то функции государства, парламента, правительства. Ну, интересно. Вот тогда я понял, что юриспруденция – это вещь классная. 28 лет назад приняли Конституцию нашей республики. Над главным документом Ингушетии полгода работали опытные юристы и общественные деятели. Один из них – Мурат Келигов. Также 1994 год примечателен еще и тем, что прошли первые выборы в Народное собрание региона. Из 96 кандидатов в депутаты тогда избрали 27 человек. Очень быстро набрали опыт работы, навыки, чтобы быть на достойном уровне, вести эту работу. И по сравнению с другими субъектами мы через год-полтора уже заняли определенное свое место. Поэтому парламент у нас, парламентаризм состоялся вообще в республике. Эти два политически важных события стали ключом к демократической и правовой Ингушетии. Сегодня главный документ состоит из 11 глав и 114 статей. Конституция республики сформировала органы госвласти и управления. Появились администрации районов, городов и селений. Кроме того, при написании Конституции нужно было учитывать и федеральный закон, чтобы они не противоречили, а дополняли друг друга. Постоянно приходилось учитывать меняющуюся действительность, окружающий мир. Все менялось. И в связи с войной, с беженцами, все менялось постоянно. Приходилось, какие-то министерства уходили, какие-то назначения делали, формировали новые и так далее. И, приходилось, не успевая даже записать, приходилось уже и менять. За все время работы было создано 4 варианта Конституции Ингушетии, делится Мурат Келигов. Конституционное собрание вносили свои замечания и предложения. И в конце концов, 5 февраля 1994 года документ был опубликован в газете «Ингушетия». А уже 27 февраля того же года Конституция была принята и узаконена. Хава Газикова, Умар Газдиев. Новости 24.